Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы выпуска. Все чаще коронавирусом болеют дети, причем самые маленькие. Как заражаются груднички и как обезопасить детей от инфекции. Инспекторы в Хангаласском Илусе проводят рейды во время сезона охоты. Кто чаще оказывается среди нарушителей? Экосистеме региона грозят серьезные проблемы. Леса нескольких районов Якутии находятся под угрозой нашествия сибирского шелкопряда. Еще 108 человек, по данным Оперштаба, заразились коронавирусом за минувшие сутки в Якутии. Из них в Якутске 65, в Усть-Алданском и Чурапчинском районах по 7, в Мегино-Кангаласском и Сунтарском по 5. В Хангаласском районе 4 заболевших, и еще в 9 районах Якутии от 1 до 3 инфицированных. Также в региональном Оперштабе сообщили, что с начала поставок вакцины против ковида поступило 154 тысячи доз. Первым компонентом привиты 137 тысяч, вторым 103 тысячи якутян. Тем самым реализовано на сегодня 89% от поступившей вакцины. Напомним, 19 мая вышло постановление главного санитарного врача об иммунизации населения. Все чаще начали болеть коронавирусом дети в возрасте до 1 года. Об этом нашему телеканалу сообщила главный внештатный детский инфекционист Минздрава Республики. Она отметила, что все дети болеют через контакты. На 1000 детского населения приходится 6 грудничков, зараженных ковид. Если взять показатели заболеваемости с начала пандемии в удельном весе, то из 100 детей 3 перенесли инфекцию. Подъем заболеваемости среди детей отмечается с 1 по 9 мая. Из них 13% лечится стационарно. Сейчас все 20 коек, развернутых в детской инфекционной больнице, заняты. В семьях взрослые болеют, дети заражаются. Если говорить о том, как они болеют, может быть, и клиника вроде бы легче, но сами поймите, если даже они и легче болеют, но если, например, на этот количество кто-то дает осложнения с детей, они есть эти осложнения. Но в первую очередь это пневмонии ковидные. Есть ситуация у нас очень высокого осложнения. Вот если мы, например, увеличим охват прививками вакцинации взрослого населения, которое дошло бы до уровня 70%, мы, наверное, бы, скорее всего, уже могли бы говорить о том, да, что пошла положительная тенденция, да, и дети у нас не будут заражаться. Дети-то у нас не вакцинируются, допуска еще к этому нет. Передвижные пункты вакцинации заработали в столице. Со вчерашнего дня Якутская республиканская клиническая больница номер 3 запустила 5 мобильных кабинетов. Это 1 автобус ПАС и 4 микроавтобуса. Планируется, что в рабочие дни они будут курсировать по заявкам предприятий города Якутска, а в выходные базироваться на Комсомольской площади и в других местах, где все желающие от 18 лет смогут пройти первый или второй этапы вакцинации против COVID-19. Кроме того, больница принимает заявки от частных лиц для проведения вакцинации маломобильным и пожилым гражданам на дому. Перед вакцинацией в передвижном пункте каждого осматривает врач. Вся процедура проходит с соблюдением всех санэпиднорм и требований. А на сегодня сколько заявок поступило от организаций? Вообще есть? Более 30 заявок поступило от предприятий, а также от маломобильных граждан и прикрепленного населения. Сегодня, автобус стоит у торгового центра Хозмаркет. Завтра уже будет на Комсомольской площади. Каждый день будет меняться маршрут. О маршруте передвижения можно узнать на сайте нашей больницы и в Инстаграм. Сейчас к ситуации на реках. Активная фаза ледохода на реке Лени проходит по территории Якутска, а также Намского и Кобяйского районов. Нижняя кромка наблюдается в 20 километрах ниже поселка Сангары. Уровень воды 937 сантиметров, при критическом 1150. Верхняя кромка у поселка Кангаласы, там вода значительно упала. Ее высота 730 сантиметров, при максимально допустимой отметке 1370. У Якутска уровень воды составляет 603 сантиметра, при критическом 990 с учетом дамбы. Протяженность ледохода 312 километров. В ближайшие сутки ледоход достигнет границы Жиганского района.
Инспекторы охраны природы Хангаласского улуса провели 12 рейдов во время весеннего сезона охоты. В одно из таких мероприятий отправилась и наш корреспондент Виолетта Засимова. Нынче для организации весенней охоты на пернатую дичь в общедоступные охотничьи угодья Хангаласского района было выдано более 600 разрешений. Весенняя охота нынче особенная, так как, согласно по новым правилам, охота с подсадной уткой началась 21 апреля по 20 мая. Длится. Это целый месяц. Никогда такого не было, поэтому у нас работа прибавилась. Еще прибавилась работа писанины. Столько много повторно выдавали разрешений подсадных уток, около 400 штук мы только по Куровской выдавали. Рейды инспекторов охраны природы стартовали с конца апреля. На сегодняшний день проведено 12 рейдов. Составлено 9 протоколов об административном правонарушении. В один из таких рейдов отправилась наша съемочная группа. Были исследованы охотугодья возле сел Ой, Актемцы, Техтюр. Между селами Актемцы и Техтюр госинспектора выявили факт использования запрещенного по правилам охоты электронного манка. Тут же было изъято устройство, а также ружья и составлены протокола об административном правонарушении, которые впоследствии будут направлены в мировой суд. При охоте на водоплавающую дичь использовал имитирующее устройство голоса уток. Нарушителями оказались жители города Якутска. Теперь им грозит лишение права охотиться на срок от 1 года до 2 лет. Нынешнему законодательству особенно наличие свидетеля или понятого при раскрытии административного правонарушения части охраны животного мира не требуется. Если есть на то видео, фотофиксация нарушения. Поэтому мы вот и всегда с собой берем, включаем и работаем. Рейды продолжатся. Впереди сезон охоты на турпана, который продлится с 1 по 4 июня. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Леса нескольких районов Якутии находятся под угрозой нашествия сибирского шелкопряда. Массовое размножение насекомых наносит лесному хозяйству серьезный урон, второй по значимости после лесных пожаров. В прошлом году от этих вредителей, поедающих деревья, пострадало более 230 тысяч гектаров леса. В основном это лесничество в Якутске, Намском и Хангаласском районах. В этом году, по словам специалистов, под угрозой находятся леса Амгинского, Чурапчинского и Мегино-Кангаласского районов. Объеденный шелкопрядом лес мертвый и выглядит как будто после пожара. Излюбленная пища насекомых – хвойные насаждения. В период массового размножения на одном дереве может находиться от 200 до 2000 гусениц. В этом году после зимовки гусениц мы продолжили учеты исследования шелкопряда. Пока такие точные прогнозы не можем давать, но все равно есть какая-то часть, которая погибла в результате зимовки, но так как вид это наш сибирский, он хорошо приспособлен к нашим условиям и будет зависеть от погоды, от врагов естественных шелкопряда, зависит от многих факторов. Шелкопряд наиболее поражает сильно места, где есть несанкционированные свалки, есть места вырубки лесов, есть после пожара ослабленный древостой. Но если хороший, здоровый лес выдерживает дефоляцию, такой лес он может погибнуть. Он как бы сам физиологически ослабленный и не выдерживает объедания шелкопрядом. Теперь ЕГЭ для выпускников не испытание, а добровольное мероприятие. О подготовке к проведению в республике государственной итоговой аттестации рассказали на пресс-конференции. В этом году выпускники 11 классов также должны подтвердить свой допуск к экзаменам успешной сдачи итогового сочинения. Те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения, будут сдавать госэкзамен по выбранным предметам в известной форме. Школьникам для получения аттестата о среднем и общем образовании необходимо успешно сдать только государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике. Расписание испытаний, учитывая резервные дни проведения, уже опубликовано. Надо сказать, что для 11 классов есть
нововведения в этом году. Это по технологии, значит, передачи материалов по интернет-сети. Это у нас новое. И во-вторых, это распечатка материалов полного пакета в аудитории. И надо сказать, что по экзамену по информатике ИКТ у нас тоже проходит в компьютерной форме. В Вилюйском районе сформирован новый общественный совет при муниципалитете. Его деятельность будет направлена на решение управленческих задач в сфере социально-экономического развития Улуса. В состав совета вошли 9 экспертов, во главе которых избран начальник ГУП ЖКХ по Вилюйскому району. Сейчас орган формирует план дальнейшей работы, чтобы, учитывая мнение населения, проводить экспертные исследования отдельных проектов. Общественный совет создан у нас для того, чтобы обеспечить взаимодействие между различными общественными структурами, гражданами района и с исполнительной и законодательной властью нашего района. Общественный совет, я считаю, необходим для того, чтобы продвигать определенные интересы граждан, продвигать какие-то экологические программы, экономические, чтобы исполнительные органы власти напрямую могли именно обсуждать эти вопросы, чтобы население могло ставить эти вопросы перед нашими органами власти. Особенные книги «Алроса» провела акцию «Конкурс колодец сказок». Сегодня представительство компании в Якутске организовало торжественное мероприятие, где детям передали книги, вышедшие на русском, якутском и эвенкийском языках. В сборник попали 50 сказок, которые были написаны детьми в возрасте от 6 до 15 лет. Все сказки публиковались на сайте. Жители республики выбрали наиболее интересные. Всего на конкурс поступило 280 историй. Пилотный вариант сказок был выпущен в апреле, и после печати уникальные книги переданы в дар детям. Суммарный тираж порядка 1000 экземпляров. Буквально вчера в городе Мирном Илдархан, Якутия, Арсен Сергеевич Николаев и генеральный директор Алроса Сергей Сергеевич Иванов подписали новый договор о социально-экономическом развитии Республики Саха-Якутия. Благодаря этому соглашению в нашей республике появятся новые современные социальные объекты в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта. В этом году завершилась уникальная акция, направленная для детей. Проект называется «Колодец сказок». Уникальность этой книги заключается в том, что мы издали ее на 3 языках. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.